Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире февральский выпуск новостей колледжа государственной и муниципальной службы. Последний месяц зимы был очень ярким и насыщенным на мероприятия. И прямо сейчас мы расскажем о самых интересных. 2 февраля курсанты филиала в Ульяновске приняли участие во всероссийской акции «Случайный вальс», посвященной памяти Сталинградской битвы. Это большая честь быть частью данного мероприятия. Ночь коротка, спят облака и лежит. В Головном колледже в рамках популяризации социально значимых профессий профориентационная работа продолжается. Наши курсанты посещают общеобразовательные школы города Ижевска и делятся своим профессиональным опытом с учениками, а также проводят показательные выступления для детей начальных классов. 10 февраля добровольцы Марийского регионального отделения ВСК совместно с Главным управлением МЧС России по республике Мариэл и работниками районной администрации участвовали в противопожарном рейде по поселениям муниципального округа. 16 февраля курсанты Головного колледжа посетили удивительный театр актеров «Молчи и танцуй», которые воспроизвели поэзию Александра Сергеевича Пушкина «Онегин» языком танца, превратив его в произведение уже современного искусства. С 14 по 18 февраля курсанты колледжа приняли участие в 10-м открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы WorldSkills Россия-2022» Республики Мариэл. По итогам соревнований награждено более 50 человек. Поздравляем победителей! 20 февраля в преддверии Дня защитника Отечества наши курсанты и клуб патриотического воспитания «Ижевские курсанты» приняли участие в уроке мужества. В этот день мы продемонстрировали не только профессиональные умения в работе пожарного, спасателя и полицейского, но и творческий потенциал. 22 февраля наши барабанщики приняли участие в открытии митинга, посвященного Дню защитника Отечества. Возле памятника воину-освободителю курсанты почтили минутой молчания память всех героев-земляков, погибших, защищая Родину, а курсанты филиала в городе Йошкар-Ола в этот день посетили городской концерт, посвященный защитникам нашей отчизны. В особенно снежные февральские дни курсанты филиала в Ульяновске оказывают помощь администрации города в очистке снега на социально значимых объектах, а также оказывали помощь пожилым людям, проживающих в частных домах. По традиции в Головном колледже состоялась благотворительная акция «День донора КГИМС». Наши курсанты не только сдавали кровь, но и активно помогали медицинскому персоналу. Благодарим всех за участие и помощь в этом социально значимом деле. Кровь в этот раз дали 60 человек. Мы надеемся, что в следующий раз эта цифра станет еще больше. 21 февраля курсанты из Республики Мариэл побывали на экскурсии в Нижнем Новгороде. Особое впечатление произвела выставка исторической военной техники и боевые мемориалы в честь бессмертных подвигов нижегородцев во время Великой Отечественной войны. А в Ульяновске курсанты филиала посетили музей пожарной охраны. Они познакомились с историческими фактами пожарного дела и стали участниками увлекательного квеста. Поджог или несчастный случай. Накануне студенты из колледжа государственной и муниципальной службы искали причины возгорания 138-летней давности, крупнейшего в истории нашего города. Это было заданием тематического квеста в музее пожарной охраны. В Головном колледже и наших филиалах состоялось торжественное вручение дипломов курсантам, закончивших обучение по специальности правоохранительная деятельность. От всей души поздравляем выпускников с успешным окончанием колледжа и желаем удачи на дальнейшем жизненном пути. Помните, где вы, там победа! Уважаемые преподаватели, родители, курсанты, уважаемый директор, вот и настал этот день вручения дипломов. Оказалось бы, совсем недавно мы на первый курс пришли, боялись сдавать право. Шли в полевой выход, и после каждого полевого выхода говорили, да мы больше туда не пойдем никогда, ни за что в жизни. Но все равно ходили, потому что это все незабываемые эмоции, атмосфера. Вроде бы как будто все вчера было, и уже все закончилось, и совсем не верится в это. Хотелось бы поблагодарить вас за ваши старания, за ваше терпение, за вашу заботу. И в общем целом за ваш большой вклад в наше будущее. Отдельная благодарность нашему директору за созданные условия обучения. Всем спасибо за внимание. Где мы, там победа.
Дорогие курсанты, напоминаем вам, что в нашем колледже работает ателье «Форма арта». В наличии очень много новинок. Появились крутые бомберы на весну. Они есть в разных расцветках, так что подойдут на любой вкус. Девушек также ждут прекрасные легкие сарафаны для повседневной носки. Ателье работает в штатном режиме по адресу поселок Октябрьский, 33А. В День защитника Отечества по традиции курсанты в Ижевске, Йошкар-Оле и Ульяновске возлагали цветы к монументам и мемориалам в своих городах в память всех, исполнявших свой долг, защищая Родину. В конце месяца курсанты колледжа в Ульяновской области начали оказывать помощь переселенцам из Донецкой и Луганских народных республик. Ежедневно и по сей день добровольцы-спасатели работают в пунктах временного размещения и сбора гуманитарной помощи. Специальный поезд с вынужденными переселенцами прибывает на станцию Ульяновск-3. В вагонах 680 человек, 300 из которых дети. Всех выгнала война. Я, Тумайкина Алена, курсант колледжа государственной и муниципальной службы, а также доброволец Ульяновского регионального отделения СКС. Я не смогла остаться в стороне и не помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 25 февраля на общем построении в филиале в городе Йошкар-Оле курсанты в колледже наградили знаками «Доброволец-2022» за участие в тушении пожаров. Поздравляем! С 24 по 28 февраля курсанты головного колледжа приняли участие в 7-м открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы WorldSkills Россия-2022» по 3 компетенциям: Р-10 спасательной работы, Т-65 пожарная безопасность и Т-11 правоохранительная деятельность. Это были продуктивные соревновательные дни, которые показали высокий уровень подготовки наших будущих специалистов. Поздравляем победителей! В головном колледже завершились спелеологические выезды в уникальную пещеру Кизиловская. Это было замечательное путешествие, которое оставит след на долгие годы. Но мы не прощаемся, а говорим до свидания в следующем году. – 19 и 26 февраля в головном колледже в наших филиалах прошел плановый день открытых дверей. Спасибо каждому, что посетили наши учебные заведения. Следующая встреча состоится 19 марта. Всю подробную информацию вы можете узнать в наших социальных сетях. А наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Бокарева Кристина. Всего доброго!